Вам не раз, я думаю, и не два, и не пять, задавали вопрос, почему вы пришли, вот так серьезно пришли в политику, из журналистики, из профессиональной журналистики, серьезной. И один из ваших ответов был: «Погибли мои друзья, и я хотел бы знать, как это произошло и кто это сделал». Да я знаю, как это произошло и кто это сделал. Я хочу правосудия. Но не это главный мотив. Это, как говорится, правосудие, оно у Бога находится. И те, кто это сделал, они и так знают, что они не избегнут суда. Я не хотел просто там находиться больше. Там при власти, да, у меня там все было хорошо. Карьера, деньги, там все, что я хотел. Да, вы руководили очень серьезными Руководил на Первом канале, да, работал и там, так как я газетам, человек такой свободный, независимый, говорю хорошо, у меня там все складывалось отлично. Патриотические иллюзии всякие были. Я-то патриот, только я по-другому патриот, не их патриот. Им же не нужны свободные люди, им нужны лакеи. Я лакеем быть не хочу и не буду лакеем. Потом я с ними разорвал свои отношения сознательно. Меня никто ниоткуда не увольнял и не выгонял, это я от них ушел. Потому что в какой-то момент, как бы, тошнота, как говорил Жан-Поль Сартр, она уже стала невыносимой. Я же психотип Чацкого по жизни. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Вы, как человек абсолютно разумный, адекватный, прекрасно видящий, что происходит там изнутри и снаружи в государстве, вы прекрасно понимаете, что сегодняшний ваш политический опыт может вот в сентябре завершиться, возможно, не так, как вам хотелось бы, чтобы он завершился. Что вы будете делать дальше? Вы продолжите политические какие-то действия, либо вы вернетесь в журналистику, запишите это как вот опыт в политике? Я, как лорд Байрон, уеду под Мессалонги, вам это близко, вы работали в Греции, вы мне рассказали, и там найду свою судьбу. Шутка. Я человек свободный. Я человек мира, я чувствую ответственность перед людьми, перед живыми и мертвыми. Я никогда не прекращу, пока дышу, своей борьбы, потому что борьба и суть моей жизни. Борьба и поэзия. То есть поэт-революционер? Ну, я не поклонник революции ради революции. Я воспринимаю очень тонкую ленинскую мысль, кажется, что революцию нельзя сделать, ее важно не призывать. Она неизбежна. В периферийном государстве, каким является Россия, кризис перманентен. Важно просто ее не проспать, быть к ней готовым и понимать, что происходит. Кажется, я понимаю, что происходит. И даже если я не доживу до этого момента, я других научу. То есть вы решили посвятить себя этой Я не сторонник революции, я сторонник мирного поступательного процесса. Я видел как минимум 3 гражданских войны в своей жизни. Ничего хорошего там нет. Там власть принадлежит только людям с ружьем, насильникам, людям, склонным к жестоким поступкам. Человеку гражданскому в ситуации гражданского конфликта очень плохо. Это описано в великом русском романе «Хождение по мукам» Алексея Толстого. Как две девушки, Даша и там, Катя, ищут свои судьбы в этой охваченной жесточайшей гражданской войной стране. И в целом, несмотря на то, что утрированы какие-то моменты, там махновцы, что-то еще, белогвардейцы, в целом это очень адекватно, потому что Толстой Алексей был очень точный писатель, очень, очень хороший, который просто потом продал душу дьяволу, а так у него вообще все было, талант у него был огромный. И этот роман это лучший, это один из лучших романов. Даже более масштабен, чем «Тихий Дон». «Тихий Дон» все-таки один спектр. Дон, казачество, а «Хождение по мукам» это вот именно интеллигенция. Лучше, чем «Доктор Живаго» в разы, на мой взгляд, просто «Хождение по мукам». Более точные. Пастернак великолепный поэт, но и писатель, он все-таки он очень много самолюбования. А Толстой именно писатель. И там вот это вот ничего хорошего там нет, поверьте. А я видел это. Как люди, как тоска, безнадежность появляется у людей. А у других наоборот. Был человеком тихим, смирным, потом взял автомат или винтовку. Все, ты становишься другим человеком. Тебя уже боятся, на тебя уже смотрят. Да, а вдруг выстрелит. Ты можешь потом раз, ты оказывается так легко. Раз, перезарядил, патрон загнал в ствол. Вот ты уже сверхчеловек. Потом бац, там еще кого-нибудь выстрелил. Сначала в ногу, а потом в живот. И ты уже вообще просто, ты уже крутой. Вот таким людям там
все будет принадлежать. Поэтому я совершенно не сторонник таких вещей. Я считаю, у нас еще есть огромный потенциал для демократического, мирного перехода к власти. Я считаю, что люди состоятельные могут также иметь совесть и стыд и обрести в гражданской общности себя как бы единое целое, понять, что они должны помогать всем остальным. Не забирать только, а выстраивать социальную систему, что отсутствие это им угроза, в частности. Если они этого не сделают, то тогда важно не проспать революцию. Слушая вас часто в стримах, в трансляциях, в спорах, дебатах, я как психолог замечаю, как мастерски вы отвечаете, особенно на какие-то вопросы, на которые обычный человек может и сорваться. Вы очень хорошо держите себя в руках, вы контролируете свои эмоции, слова, то, как даже взгляд. Вы учились психологии, вы читали, вы изучали специально? Меня научила одна врач. Я очень сильно заикался в школе. Я заикался так, что практически говорить не мог в какие-то моменты. Это было для меня мучительно, потому что я все время дрался из-за этого. Пока ты маленький мальчик, я трасен заикой, ты вынужден драться. Так как я сильный, большой, то мне все время приходилось драться. И поэтому это было для меня очень тяжелое, конфликтное детство. Из-за этого я не люблю школу. И в 10 классе, в 8 классе родители меня отдали в такой логопедический центр доктора Драбкина. Это был непрерывный контроль, там, дыхание, язык лопаточкой, вся эта хрень. Еще они мне стали давать какие-то психотропные лекарства. После как я однажды пришел домой, лег спать, родители выяснили, что дают, пришли в ужас и забрали меня оттуда. Но в итоге все казалось, что это как бы очень тяжело все. Потому, собственно, меня и пихали не в гуманитарный институт, а в технический, потому что с заиканием невозможно было практически поступить в гуманитарный вуз. И приписали меня после этого к диспансеру на Войковской, на водном стадионе было, психоневрологическому. Я ходил в такую группу как раз с заикающимися. И там была такая врач, если она жива, то пусть Бог продлит ее жизнь, а если она уже умерла, то это была замечательная женщина. Как я понимаю, она была сослана туда именно за то, что занималась реальной психологией. В советское время это была почти запретная наука. Именно потому, что биологи всем правили. И считали, что психология, это, понимаете, такая рефлекторная вещь, еще через социум. И она, значит, сначала нас было человек 7, там девушки какие-то ходили, там, примерно лет 17 нам всем было. В итоге я остался один. Я тупо ходил к ней, остальные постепенно отпадали, переставали ходить. Я ходил так, там, что-то по тетралочке, там, А в итоге однажды прихожу, она мне говорит, я не хочу больше с тобой заниматься. Чем? Потому что ты трус. Я трус. Я дрался. Я там бегал, прыгал. Да нет, ты трус. Ты в глаза не смотришь. Ты заикаешься не потому, что ты заика. Вот ты всю жизнь, у тебя вот это вот, знаешь, бывает там горло повреждено, человек заикается, язык поврежден. У тебя все отлично. Ты просто трусишь. Ты просто боишься себя, боишься других людей. Да. Я мгновенно перестал заикаться. Просто вот кошмар всего моего детства закончился. Провокативная такая терапия. Да, это была удивительная терапия. В одну секунду я просто вышел от нее. Я с удивлением понял, что я перестал заикаться. Она говорит, смотри в глаза, видь человека, думай о том, о чем. Не о себе, как ты выглядишь, как ты говоришь. Выкинь нахрен это. Она ненавидела этого Драбкина. Она говорит, это палач детей просто. Вот эта вот логопедия, она, которая контроль. Контроль это самое худшее при заикании. И вообще вот в психологии это самое худшее. Это бесконечный контроль, это как раз как робот. Ходишь, дышишь там еще там думаешь, сейчас они над тобой посмеются. Да, посмеются над тобой. Ну и что, тебе-то чего? Подумаешь. И на самом деле я перестал заикаться. Вот я так говорю. Вот она научила меня. Это был первый шаг. А потом я с людьми много странствовал, автостопом ездил, пешком ходил. Всегда с людьми очень легко контактировать начал. Вот буквально после этого. До этого у меня контакты были очень тяжелые. В 17 лет это вот было такое рождение внутреннее. Я не помню, как ее зовут, но это была замечательная совершенно врач. Она вот одним движением меня вот так. Но я ходил долго, потом я помню этот взгляд полный презрения, как сказал, ты просто трус. Я заговорил. Поэтому я просто научился слушать людей, смотреть в глаза и думать.
о том. А потом еще это школа Первого канала. Константин Эрнст, Наталья Никонова. Это пауза внутренняя. Это было совсем новое телевидение. Когда времени мало, мы работаем только в прямом эфире, у тебя там 20-30 секунд, это ощущение времени, когда ты понимаешь, что не обязательно сказать все, много. Можно сказать 5 слов, и они будут как 500 слов звучать, с правильной интонацией, с правильной паузой. Дальше тоже. Я брал уроки актерского ремесла, тоже пошел специально просто. Никогда не хотел быть актером, хотя с большой симпатией отношусь к этой профессии. Много общался в молодые годы там, в артистической среде с актерами, там, ведиковская среда всякая. Но меня это не привлекало никогда, потому что это искусственное все-таки. Хотя я так не смог бы, естественно. Это удивительное чудо, как Гамлет еще говорил, что он Гекубе, что ему Гекуба. А вот смотрите, как это все происходит. Когда я смотрю на некоторых актеров вот на сцене. Последний спектакль, я был в Питере, мы пошли в театр Ленсовет с женой. Там был потрясающий спектакль «Гоголь». «Женитьба», Гоголь, такая интерпретация «Женитьба». Гениальный просто спектакль, гениальная работа со сценами. Каждый актер раскрывается в антрепризе, талантливый. И так это классно смотреть, как вот они работают. Я знаю, что за сценой они другие, я много общался там. Каждый актер ждет, когда ты ему скажешь: да, ты гений, ты гений. Да, очень такие чувствительные, да. Да, вот. Ну вот они платят за свой дар. А вы обращались во взрослом состоянии за консультацией к психологу, потому что у вас было много травматического опыта. Общался из интереса. Ну просто смотрите, Афганистан, Чечня, то есть у вас столько травматического опыта. Это меня не травмировало. Нет? Это, наоборот, меня создавало. Нет, хотя я видел этнические чистки в Югославии, рвы, заполненные телами женщин, детей, стариков, расстрелянных, там, собаками растасканных. Мы ходили с журналисткой Машей Эйсман в 1999 году по этим албанским деревням, заходили в пустые дома, в каждом находили труп, сожженный, растерзанный. Помню, с девочкой разговаривал албанская, рассказала, какой 7 военных изнасиловали. Она показывала, а вот здесь, говорит, моего дедушку сожгли. Где? Заходим, там, правда, дедушка лежит сожженный, там и так далее. Это, конечно, осталось в моей памяти, но это ты воспринимаешь на войне как страшный сон. Ты не веришь в реальность до конца происходящего с тобой. То есть это такая защитная реакция, как это, наверное, внутренняя, да? То есть ты просто не веришь. Ты не можешь себя с этим ассоциировать. Наверное, кто-то может. Я думаю, вот профессия врача, она особенная, потому что врач, наверное, начинает находиться в реакции человеческой, в пространстве человеческой боли. Я тоже вот как бы это чувствовал. Я просто не знаю, как помочь людям в такой ситуации, как журналист. Журналистика — это же сублимация в какой-то мере. Только. Вот Хемингуэй, на мой взгляд, был лучший из всех. И он написал это в «По ком звонит колокол». Вот описал эту испанскую войну со всеми ее страшными жестокостями, любовью, там, героизм, политика. Вообще величайший роман, мой любимейший роман, сформировавший меня в юности, «По ком звонит колокол». Но нет, это не в этом, травматическое не в этом было. Травматическом было в ощущении отчужденности от мира. С детства мне всегда хотелось быть причастным к этому миру. Я понимаю, что это была ошибочная иллюзия. Не надо совершенно, надо быть самим собой, а мир — это просто... Сейчас такое же ощущение? Нет, мне плевать. То есть вы делаете то, что считаете нужным делать? И, у меня есть люди, которых я люблю, есть друзья мои, живые и мертвые. Есть смысл жизни, есть вера, есть ценности. Это гораздо важнее. Кроме профессиональной деятельности, которая на самом деле очень много, я так понимаю, занимает времени, что вам интересно, на что тратите свободные минутки, если они есть, как отдыхаете, даже вот в это жаркое время, предвыборное? Валяюсь на диване, читаю. Или не читаю. Читаете в бумаге, в цифре? Нет, в бумаге я давно не читаю. Я читаю на iPad, слава богу, изобрели iPad. Там можно шрифт увеличить, яркость, гораздо удобнее. Удобнее. То есть... Я раньше с собой ездил в командировку, у меня книги 5 килограмм занимали. Я брался несколько книг. Сейчас у меня в iPad миллион книг, вот каких хочешь. Хочешь энциклопедии, иллюстрированные, чего угодно. У меня дома есть бумажные книги. Я, допустим, вот философская энциклопедия, 4 тома, я читаю. Ну, тяжело, во-первых, без очков, уже возраст, зрение не то.
А там можно все прочитать. Я уже давно, лет, наверное, вот как у меня первый iPad появился, там лет 15 назад, не помню, когда это, живу в электронном пространстве, электронного чтения. Это совсем изменило мою жизнь, потому что, во-первых, это всегда с тобой. Я еду, вот, любая могу минутка. Здесь ждать, да, могу всегда там что угодно, потом выделил, скопировал, выписал там себе, перенес там записки и так далее. Вообще ваша начитанность, она, конечно, потрясающая, но это даже... не начитанность, поверьте. И есть люди, огромная масса людей, любой человек с академическим знанием, закончивший университет, гораздо более начитан, чем я. Я нахватан, но не начитан. Ну, все равно интеллект, такая разносторонняя образованность, но больше всего меня потрясает... У меня интеллект не ума, а интеллект интуиции. Некоторые вещи я интуитивно понимаю. Вот Гейдар Джемаль, он умом постигал. Гейдар был невероятного ума человек, ясности. И у него ум работал как вот машина, как компьютер. Он мог вещь увидеть, ее описать, сформулировать, постичь и как бы разложить. У меня совершенно другой способ. У меня способ интуитивный, такой поэтический способ познания многих вещей. У вас феноменальная память. Вы как-то тренируете память? Тоже иллюзия. Иллюзия? Ну, мне кажется, все, что вы прочли, вы цитируете легко. Я несколько строчек прочел, может, я их везде читаю одни и те же. Да ладно, не думаю, вы, конечно. Поверьте. Поверите. Это несложно. Создать впечатление, это непросто. Ну, то есть это очень легко создать впечатление. Это же просто актерская игра. Я хотела задать вопрос. Что так сказать-то, значит так, да, жизнь пройти не поле перейти, жизнь прожить, он Пастернака знает. А я, может, кроме этой строчки ничего и не помню. Да, ну, если бы это все ограничивалось какими-то банальными вещами, нет, просто вы цитируете, и на немецком вы цитируете. Ну, может, я не знаю других строчек на немецком. Ну, хорошо. Вот я Лореля, и других я не помню. Вот я первую помню, «Ich weiß nicht, was sollen bedeuten, warum so traurig bin». А дальше я не помню Хайнен. Это Лореля его знаменитая на немецком языке. Если я прочитаю, посмотрю вот в iPad, я, конечно, прочитаю дальше. Ну, все говорят, ты знаешь. Да я знаю только 2 строчки, допустим, наизусть. Но могу прочитать, конечно, все. А свои стихи можете прочесть? Давайте вот это лирическое. В Донецке на войне написал. Пуля надо мною летала, поцеловать хотела, уткнуться в тело. Рассказать, как ей одиноко, как жизни мало, как жизнь уходит водою талой, всегда до срока. Корням древесным, огням небесным, как в этой жизни дурацкой тесно. Не хотели бы вместе с пулей в меня пробраться, обнять по-братски, чтобы упокоить землей и небом. Но в том и дело, что пуля мимо всегда летела, а ей ко мне бы. Ну так, например. Мы завершаем нашу беседу с Максимом Леонардовичем Шевченко. Мы услышали стихи, мы услышали очень много интересного о политике, о жизни, о философии, о литературе. И я надеюсь, что каждый из вас получит то, что хотелось бы получить из уст этого политика. Спасибо.